Здравствуйте, уважаемые друзья! Иссяммисис кадрлі дуслар. По инициативе национально-культурной автономии татар города Ухты-Бердямлик, председатель Потапова Ляля Кудашевна, был создан проект фестиваля «Эх, тамле татар ошлава». Эх, как хороша национальная кухня. Цели и задачи этого проекта – сохранение национально-культурных традиций народов, проживающих в нашей Ухте, приобщение к культуре других народов, к разным традициям и к разным культурам. Ухта – это уникальный многонациональный город, в котором в дружбе и согласии работают 20 национально-культурных общественных организаций. Каждая этнокультура вносит свои узоры, свои краски, светлый образ и орнамент нашего города и нашего севера. Сегодня, благодаря этому проекту, появилась уникальная возможность совершить гастрономическое путешествие в разные автономии, в разные культуры и в разные национальности. Итак, мы сегодня начинаем этот уникальный проект. Начнем мы знакомство с коми-национальной кухней. Традиционная кухня коми-народа разнообразна и вместе с тем экономна и проста по способам приготовления. Набор продуктов определялся природными условиями и проживанием коми-народа. В северных районах промысловых, на Печоре, Ударе, преобладали блюда из рыбы и мяса, а в южных районах в основном злаковые культуры. Горячие блюда в основном, так как на севере у нас холодно, в основном готовились блюда, супы и кисели. Рыба готовилась в русской печи, в глиняных горшках и чугунных сковородках. Супы в Покоме называются шит. Наиболее распространенными были кислые супы. Коми-кухня славилась строганиной и сушеным мясом. И много очень выпечки из мяса, рыбы, грибов, шанги из ржаной муки и пироги из грибов и ягод. И познакомимся с хозяйкой сегодняшнего фестиваля. Иващенко Нина Аркадьевна. Остальное она расскажет все сама и все свои секреты. Рыбу надо почистить от костей, посолить немножко, поперчить, можно чуть-чуть сахаром. И пусть она чуть-чуть тоже постоит, полчасика, пока тесто подойдет, потом все вместе будем заворачивать. Тесто у нас подошло, можно лепить рыбник. С такого же теста можно делать ишкоми-шанги с картошкой, с крупой, с ячневой, можно с брусникой, с черникой. Можно такое тесто тоненькое раскатать на кругленькие эти. Можно тоже печь с этого же теста. У нас вон ячневая замочена. Ячневую крупу надо с вечера замачивать. На кефире, на кислом молоке, можно просто на молоке. Чуть-чуть посолить, и чтобы она постояла ночь. Тесто не должно быть толстым, оно должно быть тоненьким, чтобы все пропеклось. Когда много теста, может не пропечься. На низ положим лук. Эти большие кусочки оставим наверх для украшения. Ложим рыбу. Вкусный получится черенями. Так. Да. Пирог обычно такой пекут открытый. Полностью его не заворачивают. Сделаем хвостик. Я хочу еще оформить чешуйки немножко. Так, наоборот. Мы еще помажем яичком со сметаной, чтобы пирог хоть и ржаной, но получился румяным.
Ну, помазали заливкой. Теперь поставим печку на 30-40 минут. Вот это белое, она все будет румяным. Она не будет таким белым. Можно еще сметану, середку добавить. Она тоже будет все румяным, все красиво. Пока у нас рыбник печется, мы сейчас сделаем коми-шаньги. Сейчас заготовим начинку картофельную. Будут картофельные шаньги. Надо одно яйцо, теплое молоко. Посмотрим все. Масло сливочное. Картофельная начинка готова. У нас еще с ячневой крупы начинка, которая замачивается с вечера, часов на 12. Теперь раскатаем на шанги основу. Раскатаем кружочки. Чуть-чуть края приподнять надо, чтобы начинка не растекалась. Бортики сделать. Начинку можно не жалеть. Можно и побольше. Сверху можно сметанкой помазать. Она будет румяная, красивая. Кашицу такую с ячневой крупы. Тоже сметанкой помажем. Рыбный пирог у нас готов. Такие пироги готовили на праздники. Живите вкусно, готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Нянь да сов! Шаньги пеклись минут 20. Но хозяйка обычно смотрит, как они румяными становятся, шаньги достаются. Шаньги у нас готовы. Можно праздновать. Нянь да сов!